Добрый день, меня зовут Айсулу, я являюсь соосновательницей онлайн-школы Мугалим. Наша платформа предоставляет курсы повышения квалификации для учителей Кыргызстана. Я рада, что я сегодня попала на это мероприятие, потому что для нас было действительно критично важно узнать больше о STEM, о том, как это направление вообще развивается, какие там есть барьеры, какие есть стейкхолдеры, которые занимаются уже этим вопросом, потому что наша онлайн-школа Мугалим сейчас запускает программу по обучению учителей функциональной грамотности как раз-таки в сфере читательской грамотности, математической, естественно, научной. То есть мы хотим помочь учителям лучше понимать, как преподавать функциональную грамотность. И в рамках этого для нас это сегодняшнее мероприятие было очень полезно, потому что мы узнали действительно, кто уже есть, да, вот на рынке и кто занимается обучением или какими-то другими направлениями для того, чтобы в целом развивать STEM-сообщество у нас в Кыргызстане. Наверное, самый большой инсайт, который, мне кажется, получили все участники сегодняшнего мероприятия, это то, что роль семьи, она неимоверно важна в развитии STEM-навыков, вообще STEM-сообщества, понимания STEM, разделения ценностей STEM. Я с этим абсолютно согласна. У меня моя бабушка, которая меня воспитывала, она была очень прогрессивной для своего времени женщиной, которая была физиком-математиком. И благодаря ей я из простой сельской школы смогла учиться хорошо. Всегда был акцент на то, чтобы я могла заниматься всем, чем я хочу, пробовать себя. Я ходила и на математику, и на английский, и на баскетбол. И в общем, у меня не было ограничений. И, наверное, благодаря этому у меня и сегодня нету в голове каких-то ограничений. И вот сегодня вот это исследование, оно показывает, насколько все-таки роль родителей важна в том, какое направление выбирают дети и в том, ставят ли они барьеры у себя в голове или не ставят. И в этом плане, мне кажется, очень важным не просто обучать каким-то STEM, да, вещам. Вот, например, мы учителей, когда будем обучать учителей, мы будем точно не просто обучать их. Вот дали какой-то тренинг, да, или онлайн-курс, или офлайн-курс по направлению STEM, но этого недостаточно. Надо, чтобы у нас была такая экосистема, чтобы все об этом говорили, чтобы все понимали ценности STEM и разделяли его, и учителя, и родители. И тогда, я думаю, нам повезет, и у нас будет в сообществе гораздо больше людей, которые вовлекаются в STEM и преуспевают. Я, будучи девушкой, которая выросла в семье, которую постоянно поддерживали и не ставили никаких ограничений, действительно, я долго не могла поверить, что у нас в стране есть девочки, которым что-то запрещают. Я даже помню свою дискуссию со своими одногруппниками, что нету никаких ограничений у девочек. Но в действительности оказалось, что этих ограничений не было у меня. Но если говорить про весь Кыргызстан и про большинство, да, нашего населения, то у девочек очень много барьеров, которые им в основном это родители, учителя или окружающие могут породить в них. И мне хотелось бы, чтобы действительно об этом больше говорили, потому что образованная девушка – это образованная мама – это образованные дети, и образованные дети – это наше будущее, и, соответственно, это процветающая страна. Вообще, для меня поразил опыт Сингапура. Ли Куан Ю пишет в своей книге о том, что когда он начинал свои реформы в Сингапуре, он начал с того, что он убеждал родителей и вообще общество, что девочкам надо давать образование, потому что образованные девочки воспитывают образованных детей. Мне кажется, даже хотя бы в этом смысле нам нужно, чтобы мы все об этом реально говорили и выдвигали эти ценности вперед.